Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Ритинском парке в ночь на 8 августа сошел сель, в результате чего в районе Голубого озера перекрыло дорогу. 8 августа в Абхазии и Южной Осетии вспоминают жертв грузинской агрессии 2008 года. Возможность создать свое медиа в Абхазии. Обучение у лучших специалистов. В республике запущен новый конкурс. Первый результат обучения в Академии гостеприимства продемонстрировали работники пансионата «Айтар». В Ритинском реликтовом национальном парке в ночь на 8 августа сошел сель, из-за чего на 13-м километре в районе Голубого озера перекрыло дорогу. Поток также повредил инфраструктуру, снес автомобиль и разрушил металлический аттракцион «Тарзанка». Из-за сильных осадков из берегов вышла и река Псоу. В селе Сальма у границы с Россией была подтоплена автостоянка. В Гичрипще по улице Школьной затопило два приусадебных участков. В Гагре упали деревья на проезжую часть по проспекту Арзенба и железную дорогу. По поручению президента на место выехали премьер-министр Владимир Делба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. В поездке их сопровождала Сария Кварацхелия. Как только появилась информация о сходе селевого потока в районе Голубого озера в Ритинском реликтовом национальном парке, на место происшествия выехали премьер-министр Владимир Делба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини. Вместе с руководством района они осмотрели пострадавшие территории и обсудили необходимые меры для устранения последствий стихийного бедствия. Были даны поручения по организации восстановительных работ и обеспечению безопасности на территории парка. Все наблюдаем о том, что очень интенсивно идет работа по расчистке автодороги. Прямо на наших глазах, по сути, можно сказать, что уже дорога открыта. Силы и средства все задействованы, имеющиеся, начиная с необходимой специализированной техникой. Соответственно, специалисты энергетики сейчас подключатся после того, как это будет все расчищено, несомненно, после завершения. И в период ликвидации оценка будет дана этому, и впоследствии мы будем принимать соответствующие решения, как дальше исправлять ситуацию, как дальше восстанавливать эти участки. На месте происшествия активно работали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Ситуация налаживается, все службы работают, скоро будет налажена связь, так что президент все держит на контроле. Так что думаю, что в ближайшие дни все восстановится. Несмотря на разрушительные последствия, директор парка Адам Урбагателли подтвердил, что никто не пострадал. По его словам, туристы успели проехать вверх до схода селя и не оказались в зоне опасности. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы для скорейшей расчистки территорий и восстановления инфраструктуры. Техника уже задействована в очистных работах и, как добавил Багателли, планируется завершить основную часть расчистки в течение дня. Около 90 детей, лагерь. Ага, мы занялись этим вопросом сначала, как там обстановка, как дети, как их организаторы и так далее. Слава Богу, там все нормально. Такой стихии там не было, небо чистое, все отлично, все в штатном режиме. По дороге до Рицы маленькие повреждения есть. В виде завалов, деревья попадали, но параллельно эти работы ведутся прямо сейчас. Наша задача выпустить тот транспорт, который за обвалом остался. Там около 15 единиц транспортных средств осталось за обвалом. Мы сейчас выпустим их. Главное, одну сторону дороги открыть, остальное потихоньку. Уже 4 единицы техники работают. Завтра с утра, я надеюсь, мы откроем пол. Это помимо того, что уберем грунты, это надо и помыть еще, там ила, жижи очень много. Сейчас будем приглашать пожарные машины. Руководство страны готово предпринять все необходимые меры, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить доступ к озеру Рица и обеспечить безопасность посетителей. Длительные и интенсивные осадки, которые начались в ночь с 7 на 8 августа, усилились к 4 часам утра, что привело к выходу из берегов как реки Псоу, так и многочисленных притоков и ручьев в этом районе. Это вызвало значительное подтопление близлежащих сел Гичрипш, Мкелрипш и села Лапстерха. Вода подтопила дома и сельскохозяйственные угодья, а также повредила дороги.
дороги. На место происшествия оперативно прибыл премьер-министр Владимир Делба, чтобы лично оценить ситуацию и скоординировать усилия по оказанию помощи пострадавшим. В администрации села Гечрипш заместитель главы администрации Гагрского района Карен Кюлян провел совещание с главами сел, пострадавших из-за стихии. Администрация района и в целом руководство страны не оставит людей, наших граждан, один на один с этой проблемой. Максимально поможем. С завтрашнего дня спецтехника зайдет, наверное, начнет с верхнего села Микелрипш, потому что очень сильно пострадали наши проселочные дороги из-за сильного ветра и из-за того, что упали, значит, деревья, обесточенными остались несколько сел. И в этом вопросе тоже нужно будет максимально проработать в кратчайшие сроки, чтобы все восстановить. Списки пострадавших жду от вас буквально завтра вечером, чтобы у вас была вся информация. И для полного понимания мы сразу приступим к работе. Окончательную оценку дать еще не можем, поэтому нам нужно немного времени, чтобы понимать, какой ущерб стихия нанесла нам в этот раз. Объем воды в реке резко возрос, вода вышла из берегов. Во избежание дальнейших таких действий, конечно, нужно будет нам провести ряд работ. Это берегоукрепительных работ, за это в курсе и не только руководство района, за это в курсе руководство нашего государства. И я знаю, что будут обязательно приняты меры, чтобы в дальнейшем избежать вот такого вот рода событий. Особое внимание уделяется координации усилий различных служб для обеспечения оперативного и эффективного реагирования как на последствия наводнения в районе реки Псоу, так и на ситуацию с селем в районе озера Рица. Сария Кварацхеля, Даур Цилуки, Абхазское телевидение. Спасатели ПСО «Гагры» также помогли группе туристов из 3 человек и 1 местного жителя, путешествовавшей с утра в Жоекварском ущелье, выбраться к дороге. Спасатели убедительно просят граждан и гостей республики соблюдать осторожность и воздержаться от дальних поездок во время прохождения грозового фронта 8 и 9 августа. Сильные ливни нанесли ущербы в соседнем Сочи. После ночных осадков фиксировался подъем уровня воды в нескольких реках. Подтопило дороги и территории. На федеральной трассе упало несколько деревьев. По данным гидромедцентра, сильные ливни, гроза и ветер до 18 метров в секунду ожидаются в Сочи до 9 августа включительно. В горах есть риск схода селей. На побережье от Магры до Веселого возможно формирование смерчей над морем. В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи по обоюдной договоренности сегодня днем была приостановлена работа КПП ПСОУ. Ограничения распространялись как на пешеходные, так и на транспортные переходы. Из-за временного закрытия КПП в районе образовалась пробка протяженностью примерно 2 километра. Были усилены меры безопасности и контроля движения в приграничной с Россией зоне. К 5 часам вечера движение через абхазо-российскую границу было возобновлено. Сейчас КПП ПСО функционирует в штатном режиме. Между тем, в аэропорту Сочи 2-й раз за сутки введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Вновь объявлена угроза атаки БПЛА. Совместный рейд пограничных органов Абхазии и России по контролю правовых режимов, установленных в территориальном море Республики Абхазия, состоялся 8 августа. Работу возглавляли начальники пограничных управлений полковник Рустам Латипов и генерал-майор Сергей Щедрин. В ходе совместных мероприятий проведена оценка готовности береговой системы наблюдения и обеспечения безопасности Республики Абхазия на следующий год. Все посты технического наблюдения, расположенные на побережье республики, работают штатно и позволяют осуществлять контроль судов, находящихся в территориальном море Абхазии. Нарушение законодательства Республики Абхазия не выявлено. 8 августа в Абхазии и Южной Осетии вспоминают жертв грузинской агрессии 2008 года.
Короткая пятидневная война унесла жизни более 1000 ополченцев, воинов, миротворцев, мирных жителей, среди которых были женщины и дети. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года на мирный спящий Схинвал и окрестности города обрушились артиллерийские залпы из установок «Град» грузинской армии, преследовавшие цель превратить республику в чистое поле. В результате было разрушено 745 домов мирных граждан, более 200 предприятий и организаций разграблены и уничтожены. Погибли и получили ранения сотни ни в чем не повинных людей, в том числе и 72 российских военнослужащих. 7 и 8 августа в Южной Осетии прошли масштабные траурные мероприятия, в которых приняли участие сотрудники посольства Абхазии. В знак солидарности с осетинским народом перед посольством был приспущен государственный флаг Республики Абхазия. От имени народа Абхазии президент Бадрагунба обратился к руководству и всему братскому народу Южной Осетии со словами поддержки в 17-ю годовщину трагических событий августа 2008 года. Сегодня мы чтим память жертв той ужасной трагедии, героических защитников Осетии и российских военнослужащих, отдавших свои жизни за спасение народа Южной Осетии, отметил глава государства. Бадрагунба подчеркнул, что те трагические дни агрессии показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свободу Отечества. События августа 2008 года вновь показали всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России грузинские войска, вторгшиеся в мирный город Схинвал, были разгромлены, говорится в обращении президента Абхазии. В связи с 17-й годовщиной начала августовской войны в Южной Осетии спикер Народного собрания Лаша Ашуба направил письмо председателю парламента Республики Южная Осетия Алану Маргиеву. Этот день навсегда останется в памяти народов наших республик и России как день тяжелых испытаний. И сейчас, спустя 17 лет, мы продолжаем настаивать на том, что справедливость требует признания фактов агрессии Грузии. Нельзя переписать итоги августа 2008 года и придать забвению память о погибших, подчеркнул спикер парламента Абхазии. Лаша Ашуба пожелал народу Республики Южная Осетия мира, стабильности и процветания. Молебень в память о погибших во время нападения Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года прошел в Сухумском кафедральном соборе. Мероприятие посетили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, глава МИД Олег Барцыц, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты, общественность. 8 августа 2008 года – это трагическая страница в истории братской Южной Осетии. Но это также и героическая страница, потому как события тех дней августа 2008 года показали непоколебимый дух, стойкость и мужество юго-осетинского народа. И сегодня мы чтим память, вспоминаем жертв, которые столкнулись с грузинской агрессией. Вспоминаем тех бойцов, которые стали на защиту своей родины, своего отечества. Склоняем свою голову перед российскими военнослужащими, перед миротворцами. Мы, абхазы, весь абхазский народ, прекрасно понимает, что такое война, что такое мир. И в этот день мне хочется пожелать братскому юго-осетинскому народу мира, добра, процветания. Сегодня одна из самых страшных дат в истории осетинского народа. 17 лет назад правящий в Грузии фашистский режим предпринял очередную попытку уничтожения народа Южной Осетии. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память всех погибших. Пользуясь случаем, выражаю благодарность организаторам и всем присутствующим за внимание и солидарность, проявленную народу Южной Осетии в эти скорбные памятные дни.
Заявление премьер-министра Грузии, отвергающее возможность подписания соглашения о неприменении силы с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, является глубоко деструктивным и подтверждает неготовность Тбилиси к реальному диалогу. Так прокомментировал заявление Ираклий Акубахидзе, заместитель министра иностранных дел Абхазии, глава абхазской делегации на международных дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье Одиссей Бигвава. Категорически отвергаем использование Тбилиси терминов «оккупация» и «сепаратистские регионы». Абхазия – это суверенное государство, чья независимость стала результатом свободного волеизъявления народа после грузино-абхазской войны. Отказ Грузии подписать такое соглашение доказывает, что Тбилиси сохраняет силовые сценарии в качестве инструмента политики. Это подтверждается и милитаризацией приграничных районов и регулярными совместными учениями вооруженных сил Грузии и НАТО, отметил дипломат. Бигвава добавил, что Республика Абхазия остается открытой к конструктивному диалогу, но только на основе взаимного признания и равноправия. Диалог Абхазии и Южной Осетии с Грузией может продвинуться на фоне признания Тбилиси факта агрессии против Цхинвала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии по случаю годовщины августовских событий 2008 года. По ее словам, среди первоочередных задач переговорного процесса остается заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузии силы против Абхазии и Южной Осетии. Стабилизации же обстоятельств обстановки в приграничных районах трех государств будет способствовать начало делимитации грузино-абхазской и грузино-юго-осетинской границ с их последующей демаркацией. Россия готова содействовать этим процессам, добавила Захарова. Совет по противодействию незаконному обороту наркотических средств создадут при президенте Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал Бадре Гунба. В соответствии с указом возглавляет Совет вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут. Также утверждены положения и состав Совета. Гражданина Турции, находящегося в международном розыске, задержали в Абхазии сотрудники СГБ. Сообщается, что 37-летний Демироз Угур, лидер преступной организованной группы Демирозы, подозревается в соучастии в умышленном убийстве, совершенном в Турции. В Абхазию Угур прибыл незаконным путем в обход погранпункта на реке Ингур, чтобы скрыться от уголовного преследования. Стажировка в успешных медиаструктурах Абхазии и России, возможность создать свое медиа в Абхазии, обучение у лучших специалистов. В республике запущен конкурс «Новые медиа Абхазии». Принять участие могут специалисты медиа, работающие в различных жанрах. Конкурс «Новые медиа Абхазии» – это возможность заявить о себе, реализовать интересные и полезные идеи в абхазском медиапространстве. Цель – поиск талантливых медийщиков, повышение их квалификации, создание новых информационных ресурсов. В программе могут принять участие журналисты, блогеры, авторы каналов, продюсеры, сценаристы, режиссеры и пресс-секретари. Проект организован администрацией президента по инициативе победителей конкурса «Команда Абхазии». Та программа, о которой мы сегодня говорим, это сыграет, на мой взгляд, очень активную, положительную роль. Я хочу от имени тех, кто здесь присутствует, от имени тех, кто будет задействован в этой программе, в реализации этого проекта, поблагодарить президента Абхазии Бадру Зуравовича Гунба, первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко, которые поддержали этот проект и создали все необходимое для того, чтобы так оперативно приступить к реализации этого предложения. Преподавать участникам конкурса будут именитые абхазские и российские журналисты, ведь это проект, который помогает делиться опытом и учиться у лучших. Мастер-классы для представителей медиа проведут ведущие программы «Вести» на канале «Россия-1» Эрнест Мацкевичус, автор и ведущая «Фейм Тайм» Лаура Джугели, редакционный директор «Ньюс Медиа Холдинг» Арам Габрилянов, генеральный директор медиагруппы «Апсномедиа» Роберт Джопо и другие эксперты. Реализация этого проекта, на мой взгляд,
увеличить, скажем так, количество подготовленных, современно мыслящих журналистов, блогеров для нашего медиапространства. У тех, кто будет принимать участие в этом конкурсе, будет уникальная возможность обучаться у лучших журналистов, у лучших медиатехнологов, абхазских, российских. Конечно же, нам очень крайне необходимо развивать и помимо традиционных возможностей ресурсов, это и социальные сети, участвовать во всех возможных проектах. Нам необходимо готовить кадры для этого. Надеюсь, что, как выпускники говорят, МНМ нам в этом обязательно поможет. Конкурс «Новые медиа Абхазии» будет работать по схеме российской программы по переподготовке медийщиков «Мастерская новых медиа». Для желающих принять участие в конкурсе создана онлайн-площадка, на которой можно подать заявку. После завершения заявочной кампании организаторы конкурса оценят анкеты на соответствие действительным способностям будущих участников. Далее 100 человек проходят следующие этапы. Их новой задачей будет подать видеовизитку, выйти на интервью с экспертами, которые будут выставлять соответствующие баллы за их мастерство. И в этот момент возникает особая мотивация для дальнейшего участия в проекте. Нужно зарегистрироваться на сайте. Первым этапом будет заполнение заявки и биографической анкеты. Нужно о себе будет немного рассказать. И здесь мы очень просим будущих наших участников тщательно, внимательно, с мотивацией подойти к тому, чтобы эту анкету заполнить. Почему это важно? Ну, во-первых, это правда проявляет, насколько человек вообще заинтересован в обучении, насколько он готов потратить время на то, чтобы пройти этот конкурсный отбор. Во-вторых, всегда программа образовательная формируется на основании запросов и особенностей пользователей, участников. Если мы видим, что, например, у нас довольно много представителей телевизионной журналистики, то мы делаем акцент на эту часть. Если мы видим, что у нас больше представителей блогосферы, тех, кто работает на разных соцмедиаплощадках, мы сделаем акцент в этом направлении. Если будут создатели контента, представители продакшенов, то, соответственно, акценты будут другие. Отберут всего 50 человек, которые пройдут программу обучения в 4 модуля в Абхазии и России. В рамках первого этапа участников разделят на 3 группы и распределят среди экспертов, сформируют рабочую программу. Между вторым и третьим модулем предусмотрена интеграция с проектом «Гостеприимная Абхазия». Цель – рассказать красиво о родине и о сервисе в своей стране. В презентации проекта «Новые медиа Абхазии» также приняли участие генеральный директор канала «Кубань-24», член клуба руководителей «Медиа России» Александр Руденко и ведущий «Соловьев Лайв» Иван Каменев. Они поделились своим опытом и рассказали о том, какие возможности подарила им мастерская новых медиа. Почему я пошел в свое время в МНМ и зачем я стал студентом мастерской? Во-первых, это престижно, это реально круто. Попасть и пройти отбор в мастерскую – это круто для всех медийщиков России. Очень высокий конкурс, и все прекрасно знают, что это очень качественная, классная программа обучения с реально очень крутыми экспертами. Заявки на участие в конкурсе «Новые медиа Абхазии» принимаются до 16 сентября. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере спикер Народного собрания Лаша Ашуба обсудил с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Встреча прошла на площадке 12-го открытого чемпионата России по пахоте, проходящем в Санкт-Петербурге. Речь шла о поставках сельхозпродукции из Абхазии, сотрудничестве в научной сфере, возможности получения в лизинг спецоборудования, а также инвестициях в сельское хозяйство, развитии агротуризма в Абхазии. Стороны договорились о продолжении работы по намеченным направлениям. Президент Бадыр Гунба поздравил бывшего председателя Верховного суда Абхазии, заслуженного юриста республики, кавалера ордена Ахт-Апша второй степени Аллу Авицба с 75-летием. Глава государства выразил ей благодарность за многолетнее служение правосудию, профессиональную деятельность, оставившую след в новейшей истории Абхазии. Вы вошли в историю как первая абхазка, ставшая судьей, и первая женщина, занявшая должность председателя Верховного суда
города Абхазии. За годы работы в органах правосудия вы заслужили репутацию профессионала высочайшей квалификации, снискали уважение и авторитет граждан нашей страны, говорится в тексте поздравления. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Сухумского городского суда. Прием заявлений осуществляется в здании Верховного суда с 11 по 25 августа включительно. Искусственный интеллект помогает детям Абхазии популяризировать здоровый образ жизни и национальные традиции. В Сухуми на базе STEAM-лаборатории проходит серия семинаров, организованных Российским народным фронтом при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства просвещения Абхазии. Школьники разрабатывают темы, связанные с ЗОЖ, сохранением языка и культурных традиций, вдохновляясь абхазскими пословицами. С помощью технологий искусственного интеллекта идеи детей превращаются в яркие плакаты. Лучшие работы, отобранные конкурсным жюри, разместят в школах, поликлиниках и больницах республики. Этот проект не только развивает творческое мышление подрастающего поколения, но и наглядно демонстрирует возможности современных технологий в образовании и социальной сфере. Мы проводим интенсив по искусственному интеллекту в Абхазии. Это уже наш второй приезд. Первый раз мы приезжали в июне, в конце июня. Сейчас приехали, расширяем максимально географию тех, с кем работаем. Это и команды Абхазии, это и Минтуризм, и Минкультуры, кто к нам приходит. Также мы выезжаем в другие регионы Абхазии, не только в Сухуми базируемся, но и в Галский район ездили. В общем, стараемся нести искусственный интеллект и помогать его освоить, а самое главное взять на вооружение и повысить эффективность каждого участника нашего тренинга. Мы часто сталкиваемся с тем, что к нам сначала приходит с такой скептической позиции, что вот этот ваш искусственный интеллект, зачем он нужен, я как бы и так нормально все работаю. Вот, и мы стараемся там буквально за 2-3 часа привести человека из такой позиции скептика в позиции, когда он уходит и такой: ребята, как я жил без искусственного интеллекта раньше? У меня там эти задачи быстрее решаются, а я здесь и песни могу написать, здесь я могу картинку сгенерировать для социальных сетей. То есть наша задача, миссия – это повысить эффективность каждого. И я рад, что когда ты общаешься с людьми после тренинга, они искренне благодарны и видят для себя пользу. В пансионате «Айтар» продолжает работу Академия гостеприимства. Специалисты готовят кадры для гостиничного и ресторанного бизнеса Абхазии. Занятия проводят ведущие эксперты с опытом работы в России. Программа сочетает теорию и практику. Проект реализуется по инициативе Министерства туризма при поддержке российских партнеров и направлен на повышение качества сервиса в сфере гостеприимства. На одном из практических занятий побывала Шазина Ханагуа. Я сейчас вот эти стейки разложу в труднодоступных местах. Пойдемте. Обычно здесь забывают фен под ручкой. Обычно здесь тоже не видят, могут забыть 2, 3. Таких стикеров в труднодоступных местах номера 12. Задача Ирины и Беллы – найти их. Они идут по комнате без спешки, заглядывают за панелями, смотрят под кровать, аккуратно отодвигают мебель. На деле показывая, чему научились на лекциях – последовательности и внимательности к деталям. Ух ты! Ирина и Белла радуются очередному найденному стикеру. Каждая находка вызывает улыбку, теплое подбадривание и ощущение маленькой победы, которая мотивирует работать еще внимательнее. Результаты лекций наглядно показаны на практике. Все стикеры найдены. Белла, я смотрю, вы нашли все стикеры? Я нашла, да, здесь, вот здесь цели. Так. Вот здесь. Так. Нашла вот здесь. Да. Вот здесь, вот 1, 2, 3, 4, даже 6 штук. Далее проверка на ресепшене. Дежурный администратор Лема Дулбая демонстрирует полученные и новые навыки. В роли гостя, которого нужно заселить в пансионат, выступает сама эксперт Ирина Бруман. Лема встретила гостя тепло и профессионально и объяснила правила пребывания. Добрый день. Добрый день. Можно будет ваш паспорт? Пожалуйста. Угу. Как ваше настроение? Ой, замечательно, у вас так красиво. Я так рада, что попала первый раз. Да. Такой комплекс шикарный. Да.
Спасибо. У нас очень много всего. Сейчас вам все подробно объясню. Пожалуйста, ваш паспорт. Результат показал, что теория успешно переходит в практику, а команда становится увереннее в работе с гостями. Проверку прошли и работники ресторана. Ребята подготовили шведскую линию для вечернего ужина, продумали рацион и сервировку. Эксперт изменила стандарты и сделала все неправильно. Задача команды – увидеть это и исправить. Ресторанный персонал быстро обнаружил отклонения от стандартов. Тарелочки стоят правильно, потому что у нас зеркальная сторона, и чтобы с одной и с другой стороны все было четенько. Таблички стоят прямо, молодцы. Тарелочки на 2 пальчика, у нас стандарт, все одинаково, померила. Ирина Броман, эксперт в сфере гостеприимства, была приглашена в проект Академия гостеприимства Абхазии для работы с персоналом и обучения стандартам с самых основ. Пул экспертов Академии разработал специальную программу повышения и переподготовки квалификаций для рабочих профессий – горничных, официантов и администраторов служб приема и размещения. Команда сначала выступила как тайные гости, зафиксировала текущие практики и собрала материал, на основании которого стало ясно, где требуется целенаправленная работа. Я довольна результатом на самом деле, потому что трудно в силу менталитета, особенностей. Вот человек привык так работать, и его перебороть – это на самом деле большой труд. И если тем более нет желания, это совсем тяжело. Но ребята молодцы, стараются, есть желание, и плюс они очень гостеприимны по природе своей. Проект будет масштабироваться. Сейчас мы на базе пансионата Айтар. Это пилотный проект. Мы сейчас обточим все углы, узнаем, где что еще нужно, что можно еще внедрить. И тем самым он наберет такой по Абхазии. Будет большой, классный проект, который будет способствовать сервису, развитию сервиса в Республике Абхазия. Директор пансионата Айтар Тимур Адлиба отметил, что проект очень важен и является ключевым для повышения качества сервиса. Я как директор, который на практике сталкиваюсь с такими вопросами, то есть обучение именно персонала линейного, горничные, официанты и так далее. Это самое важное, что сейчас есть в нашей отрасли. Это наше слабое такое место, которое мы сейчас должны все внимание уделить именно таким профессиям. Мы уже месяц где-то, как Академия заработала наша, уже какие-то результаты мы уже видим. Это лишь начало. Вложенные в команду знания обязательно оправдаются, как следствие повышения уровня обслуживания. Гости заметят изменения и вернутся с теплыми отзывами. Шазина Ханагуа, Рамукамке, Абхазское телевидение. Еще 2 современные детские площадки открылись в новом районе Сухума. На улице Василия Лакоба 1 и на улице 30 сентября. На площадках установлены качели, горки, карусели, балансиры и игровые городки для детей разных возрастов. Для родителей предусмотрены удобные скамейки. Основание покрыто специальным резиновым покрытием, которое снижает риск травм при падении. Проект реализован при поддержке Краснодарского края регионального отделения движения «Россия молодая». Напомним, что в конце июля в Сухуме уже открыли 3 новые площадки, и работа по созданию комфортной городской среды продолжается. Мы продолжаем работу по развитию социальной инфраструктуры для детей в Республике Абхазия. Буквально в конце прошлого месяца мы уже передали 3 детских площадки. Сегодня сдаем очередные 2 детские площадки для детей. Здесь все уже обустроено, оборудовано для того, чтобы досуг у деток Абхазии был максимально позитивный. Они проводили комфортно свое время с родителями. Надеемся, что данные места, данные детские площадки станут любимыми для местных жителей, для того, чтобы они прекрасно проводили время со своими детками и заряжались позитивным настроем. Особенно отрадно ее месторасположение, она находится напротив детского садика, и нет сомнений, что она будет действительно очень востребованной. Мы уже видели неподдельные эмоции и детей, и родителей, которые с удовольствием, я уверен, будут проводить здесь время, и это будет такое место притяжения для семей в Республике Абхазия. Надеемся, что это будет действительно приносить большую пользу и позитив в каждую семью,
который проживает в данном районе. Спасибо большое. Каждая новая площадка – это новая радость, новая улыбка для нашего подрастающего поколения. Я уверен, данная инициатива будет продолжаться. Вам спасибо огромное. Сотрудники коммунальных служб администрации города Сухум устраняют засоры на канализационной станции в районе Красного моста. В данном районе засоры случаются нередко. Ситуация с наполнением коллекторов усугубилась ввиду ливневых дождей в столице 8 августа. Основная причина засоров – отсутствие жироулавливателей в крупных курортных объектах размещения, а также сброс бытового мусора в канализационные трубы. Также ввиду обильных осадков все коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы. Мы находимся на Красном мосту. Вот здесь наша КНС, канализационная насосная станция, которую мы периодически, почти каждые 10 дней, нам приходится вытаскивать насосы, вытаскивать решетку и чистить его. Это трудоемкая работа на самом деле. И все время забиваются, значит, это влажные салфетки, жиры. Ну, хотелось бы, чтобы люди тоже чуть-чуть перестали, имеется в виду, вот влажные салфетки кидать. Это на самом деле забивает наши насосы и наши решетки. Потом, естественно, насосы выходят из строя. Надо чуть-чуть как-то на это внимание обращать. И по поводу жироулавливателей хотелось бы сказать, скорее всего, во многих местах не стоят жироулавливатели, из-за этого очень большое скопление жира в нашем каптаже. Это не только здесь, вообще на всех насосных, на всех канализационных насосных станциях. Убедительная просьба, у кого не стоят жироулавливатели, чтобы установили жироулавливатели, для того, чтобы нормально функционировала канализация. Новый маркет «Гулливер» открыл свои двери для посетителей. Здесь представлено множество различных товаров, а цены и качественный товар приятно удивят покупателей. В этом убедилась Аэлита Арутюнян. Собравшиеся в ожидании, ведь скоро наступит долгожданное и радостное событие – открытие маркета «Гулливер». Уже в первые минуты после открытия маркет собрал большое количество посетителей. Привлекательные цены, качественный товар, а главное, все сделано с любовью к покупателям. Спасибо, что открылись. Это совсем рядом. Будем всегда заходить. Мы вообще очень рады. Мы вот напротив соседей. Очень долго ждали такой магазин. Честно говоря, про рынок мы забудем. Хоть зимой отдохнем, на рынок ходить не будем топтаться. Рады мы очень. Спасибо нашим соседям, что нам сделали такое большое доброе дело. А вот расскажите, вы уже что-нибудь купили? Мы купили, кофе купили, ребенок захотел нутеллу, вот, чай Липтон. Цены тоже нас приятно удивили. «Гулливер» расположен в поселке Гумиста Сухумского района. Магазины изобилуют множеством продуктов, которые ждут своих покупателей от мала до велика. В жаркий летний день, конечно же, хочется выпить что-нибудь прохладное и освежающее. В магазине «Гулливер» вы найдете для себя любой напиток по вкусу и, конечно же, любые закуски. Идеальное сочетание, скажем, для просмотра семейного кино. В магазине «Гулливер» всегда встретят с улыбкой. Приветливый персонал ответит на любой интересующий вопрос. Мадина Допуа работает здесь кассиром. Для нее первый рабочий день – волнительное событие. Ждем с нетерпением, потому что я работала в старом магазине, который уже можно назвать старым «Гулливер». И когда сказали, что открывается новый магазин, я была очень этому рада, тем более это рядом с домом. Когда что-то новое, ты вот готовишься, когда раскладывали товар, это вот все такое, вот вся суета, прям очень все... Не знаю даже, как сказать. Волнительно. Переживаем. Прием будущих работников, как и другие приготовления к открытию магазина, проходил с большим вниманием. Директор рассказала, как отбирался персонал. К отбору персонала мы подходили тщательно. Они все проходили собеседование. И у каждого нашего работника должна была быть хорошая рекомендация с прошлых мест работы.
Конечно же, такое событие – это всегда радость и искренние эмоции. К тому же магазин получил свое говорящее название не случайно. Назвать наш маркет Гулливером было моей идеей, так как это мой любимый персонаж из детства. И как только у нас встал выбор перед тем, как назвать магазин, мы решили, что Гулливер очень подходит. Для удобства посетителей все товары в магазине распределены по отделам. В нашем магазине есть много отделов. Это овощной отдел, это хлебобулочные изделия, гастроном, бакалея, химия, консервация и напитки. Конечно же, при посещении магазина вас приятно удивит яркая и современная обстановка, где играет музыка и царит комфортная атмосфера. А если вам захотелось попробовать свежих овощей или фруктов, вы тоже можете их приобрести в магазине «Гулливер» по оптимальным и привлекательным ценам. Магазин ждет своих покупателей каждый день с половины 9 утра до 11 вечера. Для удобства посетителей магазин «Гулливер» обладает бесконтактной оплатой. После посещения данного магазина вы всегда уйдете с полными пакетами необходимой и качественной продукции. Ведь, как гласит лозунг, всегда удачные покупки. Айлита Арутюнян, Ильян Маршан, Абхазское телевидение. Гоша Куценко и группа ГК выступят 10 августа на площади перед Абхазским драмтеатром в Сухуми. Как сообщает пресс-служба Минкульта, мероприятие пройдет в рамках официального визита делегации Псковской области. Концерт начнется в 19 часов, также 10 августа в 21:00 и 11 августа в 20:30 на территории морпорта покажут мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга». В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается дождь, гроза, возможен град. В воскресенье днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 19-24, днем 24-29 градусов тепла. Температура морской воды плюс 29 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.